Здравствуйте. Вот мы часто думаем, что история народов и их миграции — это что-то такое прямолинейное, из пункта А в пункт Б. Да, как на школьной карте стрелочкой нарисовано. Точно. А вот история кыргызов, их огромный путь от Енисея, это Сибирь, до Тянь-Шаня, ну то есть гор Центральной Азии, оказывается гораздо сложнее. Совершенно верно. И вот, похоже, ключевую роль тут сыграла одна, ну, скажем, как могущественная империя, о которой многие, может, и не слышали толком — Джунгарское ханство. Абсолютно. И сегодня мы как раз хотим разобраться, опираясь на наши источники, в таком, знаете, спорном моменте. А был ли у кыргызов на этом длинном пути особый алтайский период? Вот есть такая версия. Но, например, профессор Бутанаев считает, что все было иначе. Да, знаете, изучение миграции — это ведь всегда ключ к этногенезу. Ну, то есть к тому, как народ вообще появился, сформировался. И вот эта идея, что енисейские кыргызы долго жили на Алтае, пока шли на Тянь-Шань или Тенгирто, как сами кыргызы говорят. Тенгир-Тао. Угу. Да, вот эта идея про 9-14 века, она сейчас, ну, скажем так, активно оспаривается. Есть данные, которые указывают, что связи кыргызов с Алтаем, они, скорее всего, объясняются событиями гораздо более поздними. Поздними? Да, как раз вот той самой эпохи Джунгарского ханства, которую вы упомянули, 17-18 века. Так, вот это уже действительно меняет картину. То есть привычная схема миграции, возможно, и не совсем верна. Давайте разбираться. Какие тогда аргументы против вот этого раннего алтайского периода? Что говорят источники? Ну, главный аргумент такой. Нет вот прям веских, убедительных доказательств, что енисейские киргизы массово и, главное, надолго останавливались на Алтае в те ранние века. Ну вот на пути с Енисея на Тянь-Шань. То есть проходили, может, но не жили там и столетиями. Возможно, какие-то группы проходили, да, но вот чтобы это был такой обязательный, длительный этап для всего народа, оснований так считать, по мнению многих исследователей, нет. Вместо этого предлагается смотреть на историю региона в целом. Там же все связано. Тянь-Шань, Памир, Алтай, Южная Сибирь, Монголия — это был такой, знаете, котел народов. Понятно, сложная мозаика. Именно. А вот что касается языка, ведь современные тяньшанские кыргызы и южные алтайцы, ну, алтайки же, они лингвистически довольно близки. Да, вот это всегда приводили как довод в пользу алтайского этапа. А вот профессор Бутанаев и другие исследователи, на которых мы опираемся, предлагают другое объяснение. Они говорят, что эта близость — результат переселения уже в 17-18 веке. Но переселяли не енисейских кыргызов через Алтай на юг, а наоборот, часть тяньшанских кыргызов, которых джунгары звали бурутами. Бурутами — интересное название. Да, это термин из джунгарских и русских источников для тяньшанских кыргызов. Так вот, их переселяли на Алтай, с юга, с Тяньшаня на север, на Алтай. Понимаете разницу? А, вот оно что. То есть направление движения совсем другое и время другое. Не древность, а новое время. Совершенно верно. И чтобы понять, почему и как это происходило, нам как раз и нужно пристальнее посмотреть на Джунгарское ханство. Что это была за сила? Да, давайте про Джунгар. Что это за государство Айраты, вы сказали? Такие народы часто называли их калмаками. И вот они создали последнее, по сути, великое кочевое государство в Евразии. Оно существовало, ну, примерно с 1635 по 1758 год. Больше 100 лет. Да? И контролировало просто гигантские территории. Современный Синьцзян, часть Казахстана, Южную Сибирь, Западную Монголию. И вот что для нас важно. Под их властью оказались и те самые енисейские кыргызы, чьи земли назывались Хангарай. Хангарай? Да, это в Минусинской котловине на Енисее, и чиншанские кыргызы, вот те самые буруты, тоже оказались в сфере их влияния, а порой и прямого подчинения. А как складывались отношения Джунгар с кыргызами? Они всегда были врагами или были и периоды, ну, скажем, сотрудничества? Отношения были очень сложными, неоднозначными и менялись. Сначала, в первой половине XVII века, енисейские кыргызы могли даже быть союзниками айратов. Есть примеры брачных союзов знати. Княгиня Абахай, например, сестра айратского правителя Хора Хулы, была замужем за кыргызским князем. Иногда они вместе выступали против русских отрядов, которые продвигались в Сибирь. Так. Но потом что-то изменилось. Да, изменилось.
Примерно с 1667 года после определенных военных столкновений Хонгарай, то есть земли енисейских кыргызов, попал в прямую вассальную зависимость от джунгарского ханства. Что это означало на практике? Ну, во-первых, появились джунгарские наместники, которые контролировали местных князей. Во-вторых, был введен налог албан. Это такой налог, который собирался со всего взрослого мужского населения. Албан. Понятно. И, конечно, кыргызов стали принуждать участвовать в военных походах джунгар, часто против их воли. То есть из союзников они превратились, по сути, в подданных довольно жестко контролируемых. Это нас подводит к одному из самых, как вы сказали, драматичных моментов в 1703 год. Что же там случилось? Да, это, без преувеличения, трагедия для енисейских кыргызов. Тогдашний правитель Джунгарии, его звали Цеван Рабдан. Цеван Рабдан. Да. Он принял решение насильно переселить огромную часть енисейских кыргызов. Источники называют цифру около 15 тысяч человек. Это очень много для того времени и того региона. 15 тысяч? Представить страшно. Вот именно. Их выселили из их родных земель, из Хонгарая, вглубь джунгарского ханства, на реку Эмиль-Гол. Это сейчас территория Синьцзяна, недалеко от границы с Казахстана. То есть их просто сорвали с места и угнали за сотни, если не тысячи километров. Именно так. В результате Хонгарай, Минусинская котловина, практически опустел. Основное кыргызское население было уведено. В фольклоре их потомков, современных хакасов, это событие так и осталось великой трагедией, годом великой скорби. Но зачем Цеван Рабдану понадобилось это делать? Такая жестокая мера. Причины, как считают историки, были в основном стратегические. Джунгария в то время находилась в очень напряженных отношениях с Цинской империей, с Китаем. Готовилась большая война. А кыргызы жили на границе? Не то чтобы на самой границе, но на важном стратегическом направлении, на пути из Сибири в Центральную Азию. И Цеван Рабдан, видимо, опасался, что кыргызы могут, скажем так, оказаться ненадежными, могли перейти на сторону цинов или просто ударить в спину в решающий момент. Поэтому он решил их просто убрать из этого региона, переселить вглубь своей территории под более надежный контроль. Превентивная мера, но какая? Да, и, кстати, это коснулось не только кыргызов. Похожая участь постигла и другие народы. Например, телеутов с Северного Алтая тоже переселили, часть тувинцев, там упоминаются племена Аржаки, Мингаты, всех их собрали и переселили в Джунгарию. И что с ними стало там, в Джунгарии? Их там организовали в новые административно-хозяйственные единицы, которые назывались атоки. То есть это были такие группы населения, обязанные нести определенные повинности в пользу ханства. Атоки, понятно. И вот тут мы, получается, снова возвращаемся к Алтаю. Как эта история с переселением 1703 года связана с той версией про бурутов на Алтае? А связь вот какая. Согласно той версии, которую мы обсуждаем, джунгары, проводя свою вот эту политику масштабных переселений, перемещали не только енисейских кыргызов в Джунгарию, но также, возможно, и некоторые группы тяньшанских кыргызов, тех самых бурутов. Они переселяли на территорию Алтая. А их зачем на Алтай? Тут могут быть разные причины. Возможно, для укрепления своего контроля над Алтаем, который тоже был важным регионом, может быть, для каких-то хозяйственных нужд, для освоения земель, джунгары активно управляли своими подданными, перемещая их туда, где считали нужным. То есть получается такая картина. Енисейских кыргызов с севера в центр Джунгарии, а тяньшанских бурутов с юга на север на Алтай. Примерно в одно и то же время в 17-18 веках. Да, именно такая картина вырисовывается из этих источников. И вот это переселение бурутов на Алтай и могло, по мнению сторонников этой версии, привести к той самой языковой и культурной близости между южными алтайцами и тяньшанскими кыргызами, которую мы наблюдаем. То есть это не след древней миграции кыргызов через Алтай на юг, а след более поздней миграции на Алтай с юга, организованной джунгарами. Вот теперь пазл как будто складывается. Получается, та лингвистическая близость, которую раньше объясняли древним алтайским периодом, находит другое объяснение в событиях гораздо более поздних, связанных с политикой джунгарского ханства. Совершенно верно. По крайней мере, именно такую интерпретацию предлагают нам источники, основанные на работах Бутанаева и других историков.
Это объяснение через конкретные исторические события XVII-XVIII веков. И оно ставит под большое сомнение необходимость предполагать вот тот самый особый, долгий алтайский период в миграции кыргызов с Енисея на Тянь-Шань на много веков раньше. Что ж, получается, история действительно куда запутаннее и интереснее, чем простые схемы. Какой тогда главный вывод можно сделать из всего этого? Что нам это говорит о миграциях, о формировании народов? Ну, главный вывод, наверное, такой. Миграции — это почти никогда не просто путешествие из точки А в точку Б. Это всегда очень сложный и многослойный процесс. Угу. На него влияет все — география, климат, какие-то внутренние конфликты, отношения с соседями и, что очень важно, как мы видим на этом примере, политика крупных, сильных соседних государств, империй. Вот Джунгарское ханство выступило именно таким мощным фактором. Который просто взял и перемешал народы. Да, можно сказать и так. Принудительно перемешал многие народы Центральной Азии и Южной Сибири. Кыргызов, причем разные их группы, и енисейских, и тяньшанских, телеутов, тувинцев, возможно, и другие группы. Вот эти действия джунгарских правителей в XVII-XVIII веках, они создали совершенно новую этническую и культурную карту региона. И те связи, которые мы видим сегодня, они не всегда объясняются только какими-то древними перемещениями. Очень часто это результат вот таких более поздних и часто насильственных процессов. Понятно. То есть, изучая историю одного народа, кыргызов в данном случае, мы неизбежно выходим на историю его соседей и на историю больших империй, которые определяли политику в регионе. Абсолютно. История Хонгарая, история бурутов, история Джунгарского ханства — это все части одной большой мозаики. И только собрав ее, мы можем приблизиться к пониманию того, как формировались современные народы Центральной Азии. И вот, наверное, мысль, над которой стоит задуматься нашим слушателям, насколько сильно вот такие внешние силы, такие имперские проекты, как Джунгарское ханство, своими действиями, порой ведь очень жестокими, как мы видели на примере переселения 1703 года, насколько они влияли на саму суть формирования народов, на их идентичность, на их культуру, на их связи друг с другом в этом огромном и сложном регионе. Да, это очень важный вопрос. Он заставляет посмотреть на историю не просто как на набор фактов, а как на живой, порой очень драматичный процесс. Спасибо, это было действительно глубокое погружение. Спасибо вам.